Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Сотрудничество в рамках одного климата. Айсен Николаев встретился с ректором Санкт-Петербургского университета. Очередь государственной программы. 36 семей из Ленска стали обладателями жилищных сертификатов. Интересный контент для верных подписчиков. YouTube-канал НВК «Саха» получил серебряную кнопку. В Якутии планируется значительное расширение сети газозаправочных станций, более 40 газозаправок к 2030 году. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев. Также глава республики отметил, что регион видит большой потенциал в развитии сжиженного природного газа, который может использоваться не только в качестве топлива для транспорта, но и на объектах теплоснабжения и даже для газификации населенных пунктов. На сегодня в Якутии действует производство сжиженного природного газа мощностью 12 тысяч тонн. 8 железнодорожных станций и одна котельная города Алдан переведены на подобный вид топлива. С 2019 года производится экспорт продукции в Монголию. На базе данного производства реализуется пилотный проект автономной газификации села Качекацы Хангаласского района. В ходе своей рабочей поездки в Санкт-Петербург Айсен Николаев встретился с ректором Санкт-Петербургского университета Николаем Кропачевым. Стороны обсудили вопросы партнерского сопровождения научной деятельности Центра «Север. Территория устойчивого развития», внедрения цифрового управления, поддержки талантливой молодежи. Руководство СПбГУ выразило готовность наладить сотрудничество с Северо-Восточным федеральным университетом в сферах подготовки кадров, онлайн-образования и методической поддержки преподавателей. Отметив, что СПбГУ реализует более 400 основных образовательных программ по всем уровням и более 800 дополнительных. Мы обсуждали вопросы сотрудничества с регионом, мы обсуждали вопросы участия более активного университета в работе НОЦ, который, как известно, охватывает несколько регионов, и здесь Якутия лидер. Мы высказали наши конкретные предложения. Честно говоря, да, шикарный разговор получился, содержательный. Уверен, что будет и такое же деловое, содержательное продолжение. Сегодня молодые педагоги республики в очно-заочном формате встретились с председателем правительства республики Андреем Тарасенко. Встреча с молодыми учителями в таком формате стала традиционной в системе образования региона. Главной темой сегодняшней встречи стало повышение статуса учителя и какую роль для выполнения этой задачи могут сыграть молодые педагоги. Собравшиеся отметили ряд проблем, с которыми им приходится сталкиваться во время работы. Кроме того, озвучили и свои предложения, среди которых содействие в сопровождении начинающих педагогов, решение жилищных вопросов на местах, повышение профессиональной квалификации учителей, а также кадровые вопросы, связанные с нехваткой учителей, в особенности в отдаленных районах. Кадровые вопросы традиционными способами на сегодняшний день решаются. Это отдельные меры поддержки, как земский учитель, учитель Арктики, это жилищные сертификаты молодым учителям, то есть подъемные и компенсация проездных расходов провоза багажа. Но тем не менее мы ставим себе задачу о организации как можно больше педагогических классов, о увеличении контрольных цифр приема, ну и организации взаимодействия наших колледжей, вузов педагогического профиля со школами для того, чтобы на раннем этапе выявить детей и целенаправленно готовить для тех школ, которые нуждаются в учителях. На 8 октября выявлено 238 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице республики зафиксировано 125 заболевших. 12 случаев в Татинском районе, 11 в Мегино-Кангаласском. В Алданском и Ленском районах по 9 случаев заражения. 8 заболевших в Сунтарском районе, 6 в Кобяйском. Еще в 19 районах республики зафиксировано от 1 до 5 случаев заболевания. Сегодня после обеда будет принято решение городской санитарно-эпидемиологической комиссии по городу Якутску по продлению карантина по ОРВИ. Необходимо обратить внимание на то, что дети у нас сегодня составляют 20% от заболевших как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. Говоря о заболевании детей, необходимо обратить внимание на тот факт, что на настоящий момент 2 детей у нас сегодня в республике находятся в тяжелом положении. Поэтому хотелось бы, чтобы, защитив наших детей, так же как и лиц старшего возраста, мы с вами прошли вакцинацию.
36 семей из Ленского района стали обладателями жилищных сертификатов по программе обеспечения жильем молодых семей. Ленский район вот уже несколько лет занимает лидирующие позиции в Якутии по сумме финансирования из местного бюджета. В гостях у одной из семей, получивших сертификат, побывала Анна Кожевникова. В этом году 36 молодых семей Ленского района получили сертификаты на приобретение жилья. Для этих целей из районной казны было выделено свыше 23 миллионов рублей. Программа финансируется из 3 источников – муниципального, регионального и федерального. Всего в этом году было заложено свыше 40 миллионов рублей. На сегодняшнюю дату у нас в очереди стоит 257 семей. То есть, в принципе, в течение 3-4 лет очередность более-менее продвигается и есть возможность получить данную социальную выплату. Ну, конечно, в этой части, может быть, немного повезло многодетным семьям, потому что они у нас чуть меньше, получается, стоят в очереди. 1/3 часть денежных средств, согласно нормативам, направляется на выплаты многодетным семьям. Еще одно важное условие – на момент получения обоим супругам, если таковых два, должно быть менее 36 лет. Нашей героине повезло. Она буквально успела получить жилищный сертификат в 35, а ждать пришлось 5 лет. Узнали, что появился такой закон, поправка такая, что можно взять ипотеку и воспользоваться этой программой уже когда получишь сертификат. Большое спасибо, наверное, нашему правительству за такую большую помощь. Сами бы мы, конечно, за такие деньги не купили бы эту квартиру. Жилье Мария приобрела в новостройке, в так называемом в народе жилом комплексе «Клиника матери и ребенка». Одно из условий программы – определенная квадратура жилплощади. Не каждая квартира подойдет. У Марии 2 детей. Старшая дочь очень рада, что они живут в центре, школа в шаговой доступности. Я успеваю и погулять, и покушать. Мне нравится дома. Дома тепло, уютно. У тебя своя комната есть? У нас вместе комната с сестрой. По сертификату семья получила 1 миллион рублей и дополнительно использовала материнский капитал на 2-го ребенка. Таким образом, удачно перекрыв часть ипотеки. И таких счастливцев за годы действия программы уже много. Ежегодно Ленский район увеличивает свою часть финансирования и на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в республике по реализации этой программы. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Верхневилюйском районе пристальное внимание уделяют благоустройству. Например, весной начали строить канализационную очистную станцию. Кто выполняет работы и о сроках их завершения, узнаем из материала Валерии Золотаревой. Стоимость объекта 238 миллионов 992 тысячи рублей. Работы ведет производственный кооператив «Монтажник», руководитель Александр Хантаев. Сроки реализации проекта – декабрь 2022 года. На данный момент мы производим заливку блока емкостей и каркаса здания. В этом году планируем коробку здания всю закрыть. Основной монтаж оборудования будет в следующем году. И строительные работы где-то закончатся в декабре месяце. На данный момент строится каркас основного здания, котельная, здание КПП и пожарный резервуар. Строительно-монтажные работы идут согласно графику без отставания. Погодные условия нас радуют пока. Октябрь месяц у нас теплый. Вот сегодня только чуть-чуть снег пошел. Материал поставляется по графику, сроки. Следующий год, 1 октября, это все ремонт, это приготовить надо до октября. Под ключ дает. Благоустройство наслега делается для повышения уровня комфортности проживания граждан, и канализационная очистная станция – это один из первых больших шагов в Верхневилюйске. Валерия Золотарева, Александр Адамов, НВК «Саха», Верхневилюйск. Аграриям Якутии удалось собрать 58 300 тонн картофеля. Это составляет 82% от общего плана. А средняя урожайность этого сезона составляет 90 центнеров на 1 гектар. Больше всего выкопали пригородные хозяйства Алекминского и Амгинского районов. План сбора овощей в республике выполнен на 102%. Из этого количества сельхозкультур хозяйства Якутска собрали более 5000 тонн овощей открытого грунта. На сегодняшний день хозяйства занимаются реализацией продукции. МУП «Горснаб» является заготовителем городского округа по картофелю и овощам. Он предоставляет овощи и картофель в детское учреждение города Якутска. У него план по заготовке нынче составляет 650 тонн всего.
из них 450 тонн картофеля. В этом году МТС Табакинский своими силами в селе Хатас построил овощехранилище. Мы в этом году планируем возместить затраты из бюджета городского округа в размере 500 тысяч рублей. Также в селе Тулаги у нас планируется постройка овощехранилища объемом 300 тонн. Сегодня день якутского телевидения. 58 лет назад, 8 октября, в эфир вышла первая регулярная программа. Сегодня национальная вещательная компания «Саха» – одна из крупнейших региональных теле- и радиовещательных компаний России. Сегодня телевидение Якутии объединяет целое семейство телеканалов. Это НВК «Саха», «Мамонт» и телеканал «Якутия-24». А вещание ведется на 2 государственных языках и языках коренных малочисленных народов. В праздничный день генеральный директор национальной вещательной компании Олег Марков в прямом эфире вручил награды нашим коллегам. Анисия Ефремова и Александр Жуков получили звание «Отличник телевидения и радио». Алена Степанова стала лауреатом премии имени Ефима Дроздова. Елизавета Егорова – лауреатом премии имени Елены Мироновой, а Илья Жараев – лауреатом премии имени Сергея Таюрского. Официальный канал национальной вещательной компании «Саха» получил серебряную кнопку YouTube. Награда присуждается при достижении каналом 100 тысяч подписчиков. Сейчас служба интернет-вещания НВК «Саха» уже получила свою награду. Согласно имеющимся данным, на официальный канал компании уже подписаны более 103 тысяч человек. Ежедневно на канале размещается контент, в число которого входят как выпуски целых передач, так и отдельные сюжеты. Ну а также публикуются и другие интересные материалы. YouTube-канал телекомпании НВК «Саха» был создан 8 января 2013 года, и в июле 2021 года мы перешагнули рубеж 100 тысяч подписчиков. А после всех проверок, обязательных для канала, как раз ко дню якутского телевидения, мы наконец получили вот эту прекрасную награду, серебряную кнопку. И хочу сказать, что, можно сказать, что мы первый региональный телеканал на Дальнем Востоке, чей YouTube-канал получил такую высокую награду. Самое популярное видео на нашем канале набрало практически 5 миллионов просмотров, 4 миллиона 800, если быть точнее, и оно было залито 3 года назад. Результативные действия якутянина Артема Соколова помогли сборной России сыграть ничью с хорватами в матче первого тура международного турнира по футболу среди юношеских команд. Встреча прошла в Загребе и завершилась со счетом 3-3. Соколов провел на поле 81 минуту и отметился 2 голевыми передачами. На данный момент в активе Соколова 11 голов в составе сборной. В следующем туре российские футболисты встретятся с командой Болгарии. Матч пройдет завтра. Итоги турнира будут подведены 12 октября. На этом наш выпуск завершен. До встречи.